Добрый вечер, телезрители. Программа ДВН вновь в эфире. Сегодня мы находимся на одной из квартир нашего города. В программе ДВН уже принимали участие иностранные гости нашего города. И вот сегодня мы беседуем с представителями славянской миссии из Стокгольма, Швеция. Я думаю, что лучше об этой группе представит хозяин, который пригласил нас на эту съемку. Это просвитер Церкви евангелийских христиан Тимченко Павел Юрьевич. Павел Юрьевич, скажите, пожалуйста, что это за делегация и как вот она попала к нам в город? Эта делегация попала к нам в город по приглашению Церкви евангельских христиан. И я приглашал Гертруду Стурши с тем, чтобы в нашем городе она провела семинар по вопросам тибетский буддизм, йога, шаманизм. Дело в том, что она специалист в этой области, автор такой известной книги. Нас вопрос этот интересует, потому что сегодня мы видим, что молодежь особенно увлекается восточными религиями и просто не представляет всех последствий этого. И нам было очень интересно 2 дня проводить вместе, имея эту информацию от них. Павел Юрьевич, в нашем городе, наверное, ваша община, ваша церковь не столь уж малочисленна, коль вы позволяете себе уже сюда привозить иностранных гостей. Вот с Америки было представительство, сейчас вот со Швеции. Это понятие относительно. Вообще очень много людей посещают наши богослужения и, может быть, сочувствуют. Это действительно так, очень много людей. Но постоянно в воскресенье на богослужениях присутствует, может быть, человек 200. Для нашего города, в общем-то, для молодежного города это не так уж и мало. Скажите, пожалуйста, ваша организация, она общественная организация в Швеции? Your organization is social organization in Sweden. It is an evangelical organization. Это евангельская организация. Цели и задачи организации? Aims and goals of your organization. The goals is to provide Russia, China, Mongolia, the East Bloc countries with the Word of God. И цель это обеспечение России, Монголии, Китая и блок восточных стран Словом Божьим. Как вы нашли наш город? Понравился вам наш город, наш, в общем-то, отдаленный, наверное, такой уголок России? What is your impressions about our city? It's far nook in Russia. Yeah, I haven't seen actually so very much of the city, but I have met a lot of people here, and I'm very glad for the people I have met. They have been showing us such a great love and interest. Я не очень много видела город, но я встречалась со многими людьми, и люди показали свою любовь, и они очень заинтересованы в той деятельности, которую мы проводим. Немножечко истории религии. Вы можете, допустим, просветить наших телезрителей? Не все, наверное, знают, в чем принципиальное отличие евангелийских и христианства. Can you say some about difference between Orthodox and evangelical churches? Yeah, the Orthodox churches, they are very old. Православные христианские церкви, они очень старые. And especially the churches in Armenia, Особенно церкви в Армении, Greek, в Греции, Egypt, в Египте. like the Coptic church in Egypt. Такая как and коптская so церковь on. в Египте. During the year, about 300, between 300 and 400 years after Christ, the church became an institution. И где-то в 300-400 годах нашей эры церковь, она стала как какое-то учреждение уже. And it came in elements in the church which is not biblical. И в церковь вошли элементы, которые не соответствуют Библии. There came worship of people like Mary and saints, good people who lived and did much thing for God, but who has become subject for worship. И, например, началось поклонение Матери Марии и святым, которые, конечно же, не являются объектами поклонения в Библии. And that is not what we should do. And the Protestant churches is a protest against this. И фактически протестантские церкви, евангельские, это все-таки протест против поклонения такого. Скажите, пожалуйста, у вас в Швеции как вообще относится молодежь к религии? What's the attitude of youth in Sweden to religion? There is a much greater openness today
was during the 60s, for instance. Например, сейчас очень большая открытость молодежи к религии, если сравнивать, например, с 60-ми годами. After we have had a social government for a long time, but when they were conquered, so to say, and we got another government in the middle of the 70s something, there was a break in a change in the atmosphere in Sweden, and there came greater openness for spiritual things. Например, до 1975 года у нас было старое правительство, но после смены правительства был перелом, и сейчас общество очень открыто для духовной работы. Скажите, пожалуйста, вот у нас в России происходят большие перемены, сейчас принят закон о свободе совести. Что вы пожелаете нашим молодым людям, которые, ну, допустим, не нашли себя еще в религии, но хотели бы прийти к Богу, как-то найти какое-то успокоение в наше смутное время? You know about the law of the freedom of conscience in Russia, so what you can say about two youngsters in Russia, their attitude towards the religion, your wishes? Yeah, I'm glad for the freedom of conscience that you have got now, and the freedom of religion that you have got in your country. Я рада, right now. что у вас появилась свобода совести и свобода именно религиозного исповедания. And I'm very happy when I see this great openness and this humbleness before God and before spiritual things. И я очень радуюсь тому, что именно появилась открытость ко всей духовности, и люди приходят к Богу. Такой вот вопрос. Вы верите, лично вы верите в конец света? Do you believe in the end of the age? Oh yes. Конечно же. И когда он должен произойти? When it would be. No one can say. Никто не может сказать об этом. Even Jesus said, I cannot tell, even I, only God knows that. Даже Иисус сказал, что Он не знает, только Бог Отец знает об этом. Что ждет Россию в ближайшее время? Вы можете нам сказать? Can you say about the future of Russia? It's hard to say, but something I think I understand about the future. Это трудно сказать, но я кое-что понимаю о будущем России. And that it will be a great change in the spiritual realm. И я верю, что будет великая перемена в духовной реальности России. Before religion was banned, До того, как религия будет запрещена. and people have a great need of getting the spiritual need satisfied. И у людей появилась просто необходимость, чтобы удовлетворить свои духовные нужды. And I believe in a great spiritual revival in the И country. я верю в огромное духовное пробуждение в России. And that will give the Russian people and the people here in the country inspiration and hope for the future. It will also mean a positive change for the society in general. И я думаю, что именно это даст людям вдохновление для будущего, и это даст позитивное отношение к будущему России. Павел Юрьевич, вот такие приезды, такие семинары, они постоянны или как-то, когда есть возможность, вы привозите сюда такие делегации? Я не могу сказать, что это постоянно и не совсем так, как нам хотелось бы, но вообще-то мы удовлетворены. Ваша церковь чем занимается в городе конкретно вот у нас? Ну, цель нашей церкви – это то, чтобы благую весть, как мы говорим, Евангелие, распространить и сделать доступным для всех людей. Мы верим, что через Евангелие Бог может изменять жизни, преобразовывать их. И это первое, это, наверное, самое главное. Мы верим, что когда Евангелие приходит в дом, в семью, я скажу даже так, что в душу человека, в сердце, это действительно происходит перемена. Мы хотим своей деятельностью оздоровлять общество. Также церковь проводит работу среди детей. В частности, у нас при церкви есть воскресная школа, которую посещает, может быть, 200 детей тоже. 4 возрастные группы, численность от 40 до 60 детей в группе. Ваша церковь поддерживает связи с зарубежом?
Да, мы, конечно же, поддерживаем связи со всеми христианами. Вообще Библия так говорит, что во Христе нет иудея или еллина. И межнациональные какие-то неприязни, это неприемлемо для нас. Конечно, мы имеем контакты. У нас сегодня просто появилась возможность быть в этих контактах. Я думаю, что это есть благословение для церкви и для города также. Совсем недавно у нас была делегация с Аляски, 5 человек, и они проводили семинар по детской работе. Это совпало с открытием воскресной школы, и учителя воскресной школы, наши учителя, могли получить хорошую подготовку. Мы очень счастливы. Ну что ж, уважаемые телезрители, наши гости через несколько минут уезжают в аэропорт, покидают наш город. Пожелаем им удачного пути. Вот. Пожелаем им удачи в их деле. Я думаю, что в наше время многие нуждаются в том, чтобы найти себя, прийти к Богу. А программа ДВН продолжает свою работу.